дороги. Важнейший вопрос. Дорожная инфраструктура, потому что людям сегодня мало иметь асфальт, но нужна полная инфраструктура. Развязки, светофоры, разметка, все, что с этим связано. У нас в Башкирии одна из крупнейших региональных дорожных сетей в стране. Это факт. Честно говоря, дороги в Уфе и в республике становятся лучше. Ради справедливости должны признать. Но есть и неудачные кейсы и истории. Радик Фаридович, скажите, пожалуйста, можно ли строить дороги, во-первых, быстрее, без потери качества? И удастся ли в ближайшее время все-таки успешно завершить вот эти вот ремонты, длящиеся уже длительное время, да? Улица Комсомольская в Уфе, бульвар Ибрагимова в Уфе, это притча во языцах, дорога Уфа-аэропорт. Удастся ли нам когда-нибудь эту тему закрыть? Значит, Комсомольская — это особый случай. Там, во-первых, и объемы работы очень большие. Там же не просто строили дорогу, там, соответственно, всю инфраструктуру придорожную делали. Ну и, конечно, подрядчик подводил. Бульвар Ибрагимова тоже в некотором смысле, но вы тоже должны понимать, идет реконструкция дороги. Мы там все переворачиваем, понимаете? В следующем году мы получим шикарный бульвар Ибрагимов, будет хорошо. Вообще, вы знаете, вот мы должны для себя понимать, когда мы что-то делаем. Помните, в прошлом году мы, когда в Уфу-центр много там асфальтировали, казалось бы, человек должен радоваться. Количество жалоб в инциденте увеличилось. Вот долго. Мы зайти не успели там на улице Ленина асфальтировать, значит, но уже жалобы идут. Вы долго асфальтируете. Вот. И мы должны это понимать. Любые наши действия, вот даже когда ремонт дворов мы делаем, некоторые жители жалуются: вы что там долго делаете, нам машины ставить негде, там все перекопали и так далее. Вот. Мы должны понимать, что это, безусловно, вызывает у людей определенный дискомфорт. Мы должны просто с этим работать. Самое главное, людей не обманывать по срокам и людям объяснять, что поэтапно мы будем делать. Это вот первое. По дорогам, то, что вы перечисляли, вот я объяснил. Знаете как? Теперь по дороге Уфа-аэропорт. Уфа-аэропорт, да. Ну, я, знаете, что могу сказать? Я вот откровенно совсем скажу. Я решения не нашел. И я, когда первый раз пришел, знаете, как я топал там ногами? Я говорю: вы что, с ума сошли каждый раз, значит, делать? Значит, я настолько, видимо, был в ярости, и мне боялись подойти и объяснить, что там, Радик Фаридович, ситуация-то непростая. Потом, когда немножко, как говорится, пыл схлынул, и мы сели, спокойно разбирались. Поток транспорта, который идет по этой дороге, таков, что мы всегда обречены на то, что через какие-то короткие интервалы времени мы будем ее делать по новой. Решить проблему тем, что мы настилаем какой-то особенный слой асфальта, не получится. Либо, вот здесь вот это чуть ли не уровень референдума надо делать. Либо мы все скрываем, эту дорогу, скрываем. Делаем нормальный пирог, как он должен быть, да, там метр с лишним. Ну, то есть объективно? Объективно, полностью все. Чтобы он не плыл у нас, чтобы он не плыл. У нас мы делали дорогу Стерлитамак, Уфа, двусторонку сделали. На одном участке у нас поползло 3 километра, значит, опять двусторонка сделалась. Хотя было 4 полосы готово. Вот, поэтому мы должны принять для себя решение. Пока, скажем так, я не сознательно, не финансово, не научно не готов скрывать всю дорогу Уфа-аэропорт. Вы представляете, да, это какие пробки, что это будет происходить. И какие это деньги. Это, по сути, 11 километров, считайте, новые дороги построить. Там деньги совсем другие. Речь не идет там о миллионах, там речь о миллиардах идет. Вот. Поэтому вынуждены будем ее стелить, чтобы колеи не было. Это тоже решение. Это тоже решение, и здесь его нужно понимать. Вот. Но, тем не менее, еще раз говорю, что мы все-таки, если взять жалобы граждан, вот мы же по инциденту смотрим и так далее, знаете, первое место что? Дороги. Дороги. И мы с теми ресурсами, которые у нас есть, постоянно смотрим, куда в первую очередь. И хочется и там сделать, и тут сделать, и так далее. Но мы для себя приняли спокойное решение. Ну, во-первых, Уфа – это столица. Здесь проживает почти 200 000 человек. Даже по соотношению рубля к количеству населения мы решили сюда добавить денег. И поэтому следующий год, последующий год, до 2024 года особенно, мы будем очень капитально делать дороги в Уфе. У нас мы с центра начали, вы видели, потихонечку на периферию будем ходить.
Вот. А далее мы, конечно, сосредоточили усилия на больших инфраструктурных проектах. Потому что Уфу что ждет? Вот зашел разговор. Восточный выезд. Мы его добьем. Ну, вопрос важнейший, на самом деле. Важнейший, но вы, для понимания, вы знаете, Восточный выезд, он делается с начала 90-х годов. Вот, Восточный выезд. Нам удалось, я считаю, вот, дай бог, вот, когда заключим соглашение, через инфраструктурные кредиты мы делаем теперь уже проект «Южные ворота», что называется. Это реконструкция Пугачевки, Рыленко и так далее. И туда порядка 9 миллиардов рублей мы привлекли из бюджета федерального. Поэтому дальше мост, так называемый арочный мост. Поэтому, если я сейчас пальцы загибать начну, я сразу хотел и уфимцам извиниться перед нашими жителями, не только уфимцами. Нас впереди ждут определенный дискомфорт. Почему? Потому что мы вроде вставку сделали, и сейчас летает так, да, но мы скоро закрываем. Мы скоро уже в следующем году, наверное, в первой половине года, мы уже арочный мост закроем для движения. Все. И на 2,5 года забудьте об этом мосте. Марат Фаридович, мне кажется, что если людям вовремя все объяснить, они поймут, здесь и простят, и потерпят. Здесь вы абсолютно правы. Ну вот опыт ваш журналистский, знаете, где мы хромаем? Вроде и стараемся вот так вот объяснить. Мы хромаем там, мы до конца не объясняем, что мы делаем. И люди начинают справедливо. Помните вот эту историю, когда мы начали закрывать... С развязкой, да. Конечно. Но вот когда мы людям объяснили, и когда нормально отрегулировали... И еще раньше срока ввели. Да, и раньше срока ввели. Поэтому здесь вот... я просто хотел сказать и заранее попросить прощения за вот этот дискомфорт. Уфа, вот эти вот несколько лет, особенно Уфа, она будет очень много строительных точек, которые будут, безусловно, вызывать дискомфорт жителей. Это важно.